Вот по аварийному жилью, Владимир Ильич, у нас это наша самая такая серьезная проблема. Мы больше всех, вторые в стране по количеству жилья, которое мы построили взамен аварийного. 715 тысяч квадратных метров построено по нацпроекту. Нам еще осталось построить порядка 300 тысяч квадратных метров. 40 тысяч людей мы переселили, еще 20 тысяч осталось переселить. И здесь у нас серьезная нехватка средств. Она почему возникла? Вот когда программа запускалась в 2018-2019 годах, считали среднюю стоимость, была нехватка, сказали, ну ладно, регионы пока на себя запишите, потом по ходу исполнения бюджетов будем помогать. На самом деле в 2020 году серьезно помогли тогда. Ну а сейчас проблемы есть, и нехватка это и по Якутии есть, по другим субъектам, я тоже знаю, у которых много жилья было аварийного, определенные проблемы. Поэтому нехватка средств мы оцениваем где-то порядка 30 миллиардов рублей по исполнению программы аварийного. Мы, конечно, строим, активно строим, но здесь, конечно, Владимир Ильич, когда вы приедете, мы тоже будем просить, чтобы нам все-таки помогли, как на каких-то условиях, чтобы мы эту программу реализовали. Ну и, конечно, дальше пошли, потому что аварийного жилья, к сожалению, в Якутии много, Владимир Ильич. Раньше оно вообще здесь у нас практически все было аварийное, так, и сейчас буквально целые у нас поселки преображаются. Я по республике много езжу, с людьми встречаюсь, по 40, по 50% жилфонда наших достаточно крупных населенных пунктов сейчас полностью уже новое. Это такая великая радость для людей. И женщина недавно как раз выступала, позавчера мы дом вводили в рамках этих 12 объектов. Она просто плакала, сказала, всю жизнь, говорит, проработала, и наконец-то, говорит, такой подарок на свой юбилей в 70 лет от родной страны получаю, говорит, такая великая радость, такой замечательный дом, каменный, красивый, построен в селе. Радость великая людей. Поэтому это такая хорошая программа, обязательно ее надо продолжать. Мы все сделаем, чтобы ее полностью реализовать.